Почему один человек толстый, а другой худой? Ответ на этот вопрос простой. Один ест больше калорий, чем тратит, а второй нет. У каждого человека, в зависимости от его пола, возраста, веса, образа жизни, есть своя норма калорий. Если человек потребляет больше, то в среднем каждые 7-8 тысяч калорий, накопленные сверх нормы, постепенно превращаются в 1 килограмм жира на его теле. Если их не потратить, конечно. То, как выглядит человек, это просто соотношение жира и мышц в его теле. Причем мышцы намного плотнее и тяжелее. То есть килограмм мышц по объему намного меньше килограмма жира. А это значит, что человек с развитыми мышцами будет выглядеть намного лучше, чем тот же человек с тем же весом, но с большим процентом жира. Вот как выглядит один и тот же человек с разным процентом жира в организме. Этим процентом можно управлять в любую сторону. Если вы решили снизить процент содержания жира в организме, первое, что приходит на ум, это начать голодать. Но последствия голодания обычно обратные. Во время голодания организм действительно сначала худеет, но жертвует мышцами, их объем уменьшается и уже в последнюю очередь сжигаются запасы энергии на период голода – жиры. Голодание рано или поздно заканчивается, и человек быстро возвращает свой вес, причем прежде всего жиром. Это означает, что выглядеть он будет с тем же самым весом хуже, чем до диеты. Ведь количество мышц у него только убавилось, а вес вернулся в основном за счет жира, потому что человек не занимался физнагрузками. В результате с каждой следующей голодной диетой процент жира в человеке становится все больше и больше. В научно-популярной литературе это названо эффект йо-йо. Правильно управлять процентом жира и мышц в организме можно с помощью двух одинаково важных вещей – физической нагрузки и режима питания. Для начала внесите свои параметры в счетчик и узнайте свою норму потребления калорий. То есть, сколько калорий надо потреблять, чтобы оставаться в том же весе при вашем образе жизни. Дальше определитесь с целью. Например, вы хотите увеличить мышечную массу. В этом случае вам необходимы силовые физические нагрузки не менее 3 раз в неделю, примерно по часу. Желательно со свободными весами, в основном на 8-12 повторов и под присмотром тренера. Физические нагрузки необходимы, но эффект на прирост мышц дадут только если вы будете потреблять не меньше вашей нормы калорий. И при этом хотя бы 1,5 грамма белка на 1 килограмм вашего веса. Если будете недоедать, то ваши усилия будут напрасны. Даже наоборот, продолжите терять мышцы, еще и занимаясь в спортзале. Если надо уменьшить процент жира, то вам также надо контролировать питание, считать калории всего, что едите, есть процентов на 10-20 меньше нормы и ограничивать прием простых углеводов и ненасыщенных жиров. Например, уменьшите потребление майонеза, масла, сахара и в кофе, и в десертах, и в виде фруктовых соков. При дефиците калорий вы неминуемо начнете терять вес и жиром, и мышечной тканью. При этом вместе с режимом питания обязательно занимайтесь физнагрузками. Это позволит сохранить максимальное количество мышц. Первые же результаты будут видны невооруженным глазом уже через 3-4 месяца тренировок и режима питания. Постепенно ваше тело превратится в тело вашей мечты, с тем количеством жира и мышц, каким вы захотите.